Доброе утро, дорогие друзья. У нас часто задаваемый вопрос, когда я запущу фурию Кокеля. На этот вопрос я отвечал 1000 раз, но сейчас отвечу это конкретно уже видео и назову так видео, чтобы люди, если что, переходили и смотрели. В общем, так как в прошлом году фурия родила 4 волчат, гибридов высокопроцентных, 2 из них погибли. Один здесь у нас погиб, один в клинике погиб, ветеринарной. 2 смогли спасти. Благодаря умелым специалистам, огромное им спасибо. Они 12 или 13 дней находились, или 14, я уже не помню, в клинике ветеринарной. Каждый день был дорогостоящий. Я уже не помню сколько, но, по-моему, около 10 тысяч, что ли, в день. Или 12 за 2 щенят. Не помню уже, надо смотреть видео, разбираться. Ну, там все чеки есть у меня. Спасибо огромное Георгию. В первую очередь он помог большой суммой. Также спасибо всем остальным, кто поддержал, кто помог, не оставил в трудную минуту. На самом деле были бессонные ночи. Все эти дни нормально спать не мог. Я после этого, наверное, месяца 4, плохо спал. Плохо спал и мало спал. Часа 3-4, может быть, в сутки. Бывало и по 2 часа в сутки спал. Ну, естественно, были дни, может, раз в месяц, когда я мог поспать там 6-7 часов. Но в основном после этого случая очень плохо спал. Ну и сейчас, в принципе, я сплю по 5-6 часов. Но не суть. В общем, после такого случая решил не рисковать, потому что у щенков нашли якобы паравирус. И этот паравирус только могут, я не знаю, как он, что это попал, что это вообще, особо не объяснили. Сказали, что такое есть, и щенки погибают в лед. У многих других консультировался, каждый по-разному говорит. В общем, если есть ветеринар, отпишитесь, что это могло быть. Заключение я здесь поставлю эти видео, как спасали, как ехали в клинику, как вообще весь процесс этот проходил, как забирали их. Ну, в общем, выставлю здесь их. Вы после видео там будут выскакивать рекомендованные. Туда можно будет перейти и посмотреть. Поэтому решил не рисковать в этот раз и сделать фурии лечение такое профилактическое. В общем, как профилактика. Сначала подавать антибиотики перед знакомством Акелы. И потом ее все-таки попробовать с дротика привить. Вот. Ну или наоборот, привить ее и потом продавать антибиотики. В принципе, врачи ветеринарные говорят без разницы. Но главное, это желательно сделать за 2 месяца до вязки. Это у нас она гулять начнет, брачный сезон у них начинается в январь-февраль, конец января, начало февраля. Поэтому время еще есть. Но хочется ее знакомить с Акелой раньше. Не в день там течки, не в месяц течки, а немного пораньше, за месяц. Ну, будем смотреть по ситуации. У нас стоит сейчас построить для Валендов вольер. Если получится, то 2 построим сразу. И пересадить Лую и Алиту с вольера. Так как они не уживаются ни с кем, ни с Умкой, ни с Тайгой новой, ни с Вегой. Ну, взрослые уже сформированные самки Валенды. Ну, вообще не вариант. Поэтому нужны срочно вольеры. Их пересадим и потихоньку будем знакомить с Акелой. Акела у нас вон спит, лежит, отдыхает. Привозили ему самку вчера, Лилу ту же, но он не хочет ее никак. Не хочет и, скорее всего, еще не в гоне он, не интересуется особо, так как надо. Вот. Ну и вообще не хочется ни с какими ему самками знакомить, контачить, потому что
Не хочется, чтобы он в кого-то влюбился и потом с фурией не стал никаких действий делать. Хочется, чтобы он уже с фурией стал парой. Естественно, надо подделать, там будет логово, полностью зашить внутри все. Ну, в общем, время есть, будем заниматься. Фурия. Красотка. Я думаю, друзья, ответил на ваш вопрос, часто задаваемый по поводу фурии. Вот, раньше никак не могу. Кто-то говорил, что вот, обещал тогда ее запустить, обещал тогда. Друзья, слушайте, здесь немножко по-другому все работает. Здесь могут планы измениться в лед, в секунду. И может еще поменяться все 1000 раз. Поэтому я говорю, как я хочу сделать, как я предполагаю. А уже как оно будет, это уже неизвестно. Может все вмиг поменяться. Разные обстоятельства бывают. Пока так планирую. Вот, о планах рассказал. Если что, пишите в комментариях, какие вопросы еще интересуют. Развернуто ли я вам ответил на этот вопрос про фурию и Акелу. Щенки, дай бог, если все получится, если все хорошо, мы повяжем. Я планирую одного оставлять с Акелой и с фурией, волчонка, а одного забирать себе на социализацию. Вот, и если там будет их там 3-4, то еще, ну, естественно, мне надо будет отдать волчонка, как и договаривались, хозяину фурии. Ну, или он просит 250 тысяч. Она стояла в объявлении, когда забирал, он просил 250 тысяч за фурию. Так как у меня не было таких средств, мы договорились, у нас был договор, что я отдам ему щенком. Ну, договорились так, если 4, то я отдаю одного щенка, если 5, то я отдаю 2 щенка. Но в последнее время мы созванивались, он говорил, что немножко не такой договор, что наоборот, если 3, то одного он забирает, если 4, то 2. Ну, в общем, надеюсь, мы решим с ним этот вопрос и урегулируем это все. Ну что ты, фурия, шугаешься? Красотка.